Например, Кугарт вливается в реку Нарын, значит она является в пределах бассейна Нарын. Это прежде всего по ее стоку. Сейчас у нас по областям делится. Например, управление наше делится, например, Джалабадское управление. Мы свою политику ведем в пределах своей области. А бассейн Нарын-Сырдаринский включает две области. Сейчас идет вот эта вот разработка, все это разработки идут, чтобы потом управление велось по отдельному бассейну в общем. С начала истока и на нашей границе, получается, вести одну политику. Сколько воды забирать, экологический сток пропускать. И в целях, чтобы руководство по каждому бассейну шло отдельно, вот и разрабатываются бассейновые планы. После разработки бассейновых планов там должна быть своя администрация, там водная администрация должна быть, чтобы она со всем этим управляла, все дела. И главное здесь экология. Обязательно обеспечивать экологический сток. Экологический сток – это необходимый минимум воды, которое должно пропускать перегораживающее сооружение, чтобы обеспечить сохранность экологии, во всей фауны, всей этой живности, чтобы, например, рыба, которая идет на нерест к истокам, могла свободно перемещаться. Сейчас в любых проектах там экологический сток занимает одну из важных составляющих, потому что рыбы становятся все меньше и разные там другие эти воздействия человеческие. И экологический сток, он обеспечивает именно сохранность фауны. Потому что сейчас у нас вот бассейновые советы проходят, и в этих бассейновых советах все вот эти вот именно, к ним относится не только наш вот департамент водного хозяйства, но также все связанное с водой. Все заинтересованные, получается, лица. Канализационные отходы, чтобы они не попадали в русло реки, сохранились, чтобы все это не попадало, чтобы все это контролируют и разрабатываются вот эти бассейновые планы к созданию водной администрации, чтобы все это вот сохранялось. Но это пока только, как говорится, в проекте, все это, сейчас идут семинары, все вот эти обучения, все это, но это и к этому идет. В первую очередь будет один хозяин, который будет все это регулировать. Например, если вот так, у нас, например, Джалабадская область, там Нарынская. Я, например, буду брать сколько захочу, и тот на меня, например, повлиять не сможет. Мы забираем воду, мы пропускаем. Вода идет, где-то подмывает, Сельхоззащита ставит дамбу. И именно эта дамба находится у нее на балансе, а река все так же ничья. Ниже идет, кто-то забирает гравий. Забор гравия влияет на всю реку. Например, кто-то выше нас что-то производит, выбрасывает все производственные отходы. Это, как говорится, каждый сам себе хозяин, и каждый ведет свою политику. Получается, что река это ничья. Не знаю, это из-за глобального потепления или из-за того просто маловодного периода сейчас водные ресурсы, нехватка водных ресурсов у нас, по крайней мере, это уже ощущается. Маловодный период. И для сельхозпотребителей, именно по нашей части, у нас пару лет, не пару, там пару, 5-6 лет у нас будет ощущаться нехватка воды. Но эта нехватка это не значит, что вообще воды не будет, просто будет небольшой дефицит воды. Именно благодаря бассейновому подходу более планомерно распределять воду для полива, для питья, все это распределять и все это контролировать и регулировать. Разные бывают циклы, 10-15 лет, например, многоводный период, потом идет маловодный период, это осуществляем водооборот, чтобы один день этому региону, второй день этому региону. Ну, внутри страны это наша прямая обязанность, мы сами регулируем все это. Также более планомерному использованию воды, например, сеем культуры, хотя бы даем эти рекомендации, какие культуры сеять в маловодный период, например. Культуры, которые меньше используют воду, не нуждаются в поливах, например. Рис, она больше потребляет воду, например, чем пшеница. Пшеница созревает до того,
как ощущается дефицит воды. Сейчас она уже все, уже уборка у нас уже идет. Ну, например, хлопок, он поливается от начала сезона, с вегетационного периода до конца, почти до октября, сентября, ноября месяца. Изменяя применяя севооборот на землю, можно регулировать, этим способом тоже. Даем рекомендации, не только мы, и администрация дает рекомендации, более такие засушливые годы, почти ни на что сеять, что это делать. И наша главная задача, потому что поставить в необходимом количестве всем этим субъектам воду в свое время, им нужно в количестве. Маловодный или это многоводный период зависит от источников его питания. Например, есть реки со снеговым питанием, реки, которые питаются только ручьями, родниками, и ледниковые. Сейчас ледников обильная тайна, например. Мало снега выпало, значит этот будет маловодным. Бывает так, что много выпало снега, но весна была очень дождливой. Снег весь тает, уходит, и вегетационного периода у нас все так же ощущается дефицит воды. В этом году обещали маловодный, но пока, вот видите, сейчас воды много, нормально. По питьевой воде забирает из скважин воду, все это, хоть это не видно, но это сказывается на этот бассейн, потому что стоки там грунтовые, они берут с грунтовых вод, например, и все это сказывается полностью. Например, если больше берешь, например, из скважины, может, например, высохнуть один из родников, который поблизости находится. Все это связано. Я же говорил, если экологический сток. Например, вот эти вот реки у нас осушаются после июля месяца, они полностью осушаются, до Нарына уже не доходят, например. Экологический сток – это тот сток, необходимое количество воды, которое должно обеспечить жизнедеятельность фауны, всей этой живности в воде. Если ГЭС обеспечит этот экологический сток, вот именно вот это вот, то оно ни на что почти не влияет. Ну, влияет там небольшой климат, может быть, если большое водохранилище, может поменять. Плотина, в принципе, любая плотина, она влияет. Хочешь, не хочешь, по-любому влияет. Например, в Тавтогульском водохранилище это очень трудно, потому что там высота плотины 100 метров. А в мелких сооружениях это можно сделать, потому что можно через бок какой-то канал провести, через который может рыба проходить.